Заканчиваются последние приготовления церемонии вручения верительной грамоты. Все на торжественном уровне и должно соответствовать протоколу. Ведь это знаменательное событие. Представитель великого государства представляет в Абхазии интересы своей страны. Надо отметить, что впервые в истории нашей страны президенту республики вручается верительная грамота. Кортеж посла Российской Федерации в назначенное время прибыл к президентскому дворцу. Официального представителя Москвы приветствовал глава государства Сергей Багапш. Как и полагается по протоколу, звучат гимны Российской Федерации и Республики Абхазия. Посол Российской Федерации Семен Григорьев вручает президенту Абхазии Сергею Багапш верительную грамоту за подписью Дмитрия Медведева. Ваше превосходительство, президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш, разрешите вручить вам верительные грамоты, выписанные по случаю моего назначения послом Российской Федерации в Республике Абхазия, президентом Российской Федерации, его превосходительством Дмитрием Анатольевичем Медведевым. С официальной речью выступил глава государства Сергей Багапш. Президент отметил историческую роль России в признании государственности Абхазии. «Она всегда была и остается нашим главным союзником», — сказал он. Багапш выразил уверенность в том, что теперь российско-абхазские межгосударственные отношения выйдут на качественно новый уровень. Я искренне рад приветствовать всех на этой торжественной церемонии. Она для каждого из нас имеет особое значение. В результате упорной борьбы народа за свободу, за независимость была восстановлена абхазская государственность. Мы не просто одержали победу в войне, а упорно трудились над возрождением разрушенной страны, демонстрировали международному сообществу свое стремление к достойной жизни, приверженность общепринятым ценностям, строительству правового демократического государства. 15 тяжелых лет послевоенных Абхазия тесно сотрудничала с Россией, которая всегда была и остается нашим главным партнером. Неоценима помощь Российской Федерации, систематически оказываемая нашей республике во всех сферах. Российско-абхазские связи имеют глубокие корни. Нас объединяет общность судеб, истории, культур, межгосударственные отношения до советского периода. Десятилетия мы жили в одном государстве. И этот положительный опыт оказывает существенное влияние на характер сотрудничества Абхазии и России. В этом году произошли очень серьезные события на Южном Кавказе. Они, я уверен, предопределят политические процессы не только в регионе, но и в мире на многие десятилетия вперед. Мы переживаем время глубокого переосмысления существующего международного порядка. Меняются представления о путях развития мирового сообщества. Последняя военная агрессия против Южной Осетии, начало и исход которой мы предсказывали международному сообществу, дезавуалировал тбилисский режим. Для многих в мире стало ясно и очевидно, что Грузия – это не та страна, какой ее представляли тбилисские имиджмейкеры. Это страна-агрессор, постоянно дестабилизирующая обстановку на всем Южном Кавказе. Признание Российской Федерации, независимость Республики Абхазия и Республики Южная Осетия стало логичным завершением чрезвычайно опасных действий Грузии в регионе. Это решение руководства Российской Федерации было нелегким, но единственно верным, поскольку отвечало волеизъявлению граждан Абхазии и Южной Осетии, и только оно
может гарантировать не только стабильное развитие, но и сохранение наших народов. Мы глубоко признательны России за смелые и ответственные решения. Уважаемые присутствующие, уважаемый господин посол, совсем недавно между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был подписан и ратифицирован договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Он является правовой основой для взаимодействия сторон практически во всех сферах. В договоре отражены такие жизненно важные области сотрудничества, как безопасность, военная, экономическая, правовая, международная и социальная сферы. Сейчас мы всем министерствам и ведомствам Абхазии предстоит наладить официальное сотрудничество с российскими органами государственного управления, другими учреждениями. Необходимо, чтобы документ, подписанный президентами, в ближайшее время стал активно реализовываться, как это уже продемонстрировали Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура наших стран. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазии Семен Вячеславович Григорьев приступает к своим обязанностям в знаковое время. Он первый дипломат в таком ранге, официально представляющий государственные интересы великой России в нашей стране. Я искренне поздравляю с началом столь ответственной миссии и уверен, что ваш опыт и ваше стремление внести свой вклад в укрепление и качественно новое развитие российско-абхазских межгосударственных отношений будут чрезвычайно полезны. Со своей стороны я хочу подтвердить, что Республика Абхазия и впредь будет надежным партнером Российской Федерации и также ответственно исполнять свои обязательства по всем договоренностям. Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием, а господину послу желаю несомненных успехов в столь важной дипломатической миссии, которой мы со своей стороны будем только способствовать. Спасибо большое. Как и полагается в торжественных случаях, после официальной части были и бокалы с шампанским. Затем Семен Григорьев и министр иностранных дел Сергей Шамба провели брифинг для журналистов. Состоялась очень важная, знаковая и, можно сказать, историческая церемония. Историческая для истории, для судьбы Абхазии, историческая для российско-абхазских отношений, для судеб региона Южного Кавказа. Это логичное продолжение того процесса, который был начат 26 августа этого года официальным признанием Российской Федерации независимости Республики Абхазия. В ближайшее время, после решения ряда организационных вопросов, начнут свою работу, полноценную работу посольства России в Абхазии, в Сухуми, и посольство Абхазии в Москве. Как чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии, хочу подтвердить твердую решимость руководства Российской Федерации продолжить оказание всесторонней помощи Республике Абхазия во всех областях: в военно-политической, в социально-экономической, в гуманитарной и других. Россия сделает все возможное для того, чтобы народ Республики Абхазии почувствовал на себе реальное улучшение жизни в самое ближайшее время. По словам посла Российской Федерации Семена Григорьева, в ближайшее время планируется подписание ряда договоров и соглашений. Приоритет будет отдаваться сотрудничеству в области безопасности. Первыми документами, которые подпишут стороны, будут соглашения о военном сотрудничестве и осуществлении совместных усилий по охране государственных границ Абхазии.